садоводством заниматься. Я и до индустриального этого парка участок земли у меня есть. У меня есть участок земли, он в аренде пока. Я его сейчас имею право по закону, вот сейчас закон изменился с 2015 года, выкупить. Я хочу его выкупить, там построить теплицы и просто, ну как, работать. Не входя в этот индустриальный даже парк, в этот ТСР, он мне не нужен. И вообще, когда этот индустриальный парк затевался, у людей-то не спрашивали, хотите вы там, или что, может, есть у вас какие-то свои. Почему-то у нас вот этот интересный индустриальный парк, он же как бы образовался из ГАУ технопарка Якутия. То есть, что такое ГАУ технопарк? Это инновационные, да, производства, инновации какие-то, да. Какие инновации, там, краску мешать и в окна производить, это разве инновация? Индустриальный парк, он же как бы образовался из ГАУ технопарка Якутия. То есть, что такое ГАУ технопарк? Это инновационные, да, производства, инновации какие-то, да. Какие инновации, там, краску мешать и в окна производить, это разве инновация? И у нас, если брать вот, да, вот такие вот, то есть ТСР, это будут там льготы по налогам, да, свободная таможенная зона, там, ну, очень много таких привилегий, то есть подключение к объектам инфраструктуры, там все будет, ну, как бы такое льготное, да, то есть для предприятия это хорошо. Но, как тогда другие предприятия, мы же в городе Якутске живем. Почему те же производители окон, которые не будут ТСР ходить, не будут этим пользоваться, а именно будут пользоваться те? Что это какие-то... Я понимаю эти преференции для инновационных производств, для каких-то суперпроизводств, которые у нас тут Якутию и город Якутск в частности поднимут и скажут, о, ничего себе, у них какое там, да, ноу-хау. Но это же нет. Вот сейчас посмотрите, что творится в мире. Везде, даже африканские страны, допустим, да, отказываются от употребления и ввоза и производства пакетов, полиэтиленовых пакетов, от производства и применения упаковки, ну, пластика, да, везде, даже африканские страны уже понимают, что это никуда, это мусор только. Один из резидентов индустриального парка производитель ПЭТ-тары. Ничего себе, да, инновации. Это то есть мы куда? Мы даже не впереди идем, мы вообще повторяем. Не, ну то есть с одной стороны вас нужно понять, но с другой стороны вы представьте, как инвесторы и вообще организаторы всего этого дела смотрят. В кои-то веки пришли, что-то сделали, а вы тут сидите, как, пардон, вы и без того в одной точке сидели, да тут еще и как бы вам хоть что-то предлагает, а вы носы воротите. А дело в том, что ничего не предлагают. Предлагают, вот сам этот закон от ТСР предлагают инвестору, то есть предпринимателю, ему предлагают. А вы тогда что предлагаете? Что ваше предложение? А должно быть, должно быть. В этом законе мы тоже вопрос поднимали, то есть ТСР, само название, территория опережающего социально-экономического развития. Где социальное развитие? За счет кого, за счет чего? И как вообще, где методы? В законе ни слова про социалку не написано. Ну, они их называют сокращенно ТОР, территория опережающая. Потом уже ТОР, но закон сам в территории социально-экономического развития, правильно. Ну, то есть вы, а что конкретно вы предлагаете изменить в этом подходе? Я предлагаю изменить вообще. У нас сейчас инновации, люди не думают, что это вообще такое, не понимают. Можно инновацию и алкоголь производить, собирать налоги, тоже можно экономически обосновать все. Производство наркотиков тоже можно обосновать, да, в таком же разе, да, ну это же классно, будет сбор налогов и что, куда только, и за счет чего это будет. То есть у нас получается сейчас модель вообще общества нашего, она недееспособна, и управление в частности. У нас оторваны, вот была встреча, да, предприниматели встречались с властью, да, где общество? Почему общество-то отделили? То есть у нас предприниматели сейчас отстаивают свои интересы, да? Это руководство, как бы управленческий аппарат, они отстаивают свои интересы, они там обосновывают, все им надо. А кто интересы общества защищает? Ну так, с одной стороны, все в кашу-то смешивать тоже неправильно. Там же конкретно пришли ОНФ там был представлен как ОНФ, вот у нас вот именно, вот у нас подменили общество вот этими ОНФами и общественными палатами. То есть то общественной палате там все назначенцы. А конкретно в плане Конгресса что предлагаете? Чтобы ТСР закрыли, что ли? Нет, ТСР не закрыли, зачем? Я предлагаю
предлагаю, предлагал всегда, чтобы площадь города Якутска большая, 3500 квадратных километров. Куда? Город сам по себе, вот мэрия сама по себе, она не в состоянии. Вот город Москва, допустим, взять, да, город федерального значения. Площадь 2500 квадратных километров. Сам Москва не является муниципальным образованием. В нем, в Москве, 146 отдельных муниципальных образований. Сам, вот, у которых свой бюджет, которые решают все на месте сами. Понимаете? У нас что произошло? Мы, получается, живем в поселке, жители поселка, да? У нас это все забрали. Как взять образный пример? Вы живете дома, да? К вам домой приходит какой-то сосед и говорит: все, теперь с сегодняшнего дня это не твоя квартира, а моя. Ты живи, но здесь все решения буду принимать я. Деньги, зарплату свою, жены отдавайте мне. Потому что это, вот модель управления какая. Вы что скажете? Естественно, да? То есть у нас, то есть, в чем основа местного самоуправления? То есть это местный поселенческий характер. Население должно решать местные вопросы самостоятельно. И самоуправление — это основа государственного строя. Это у нас в Конституции записано. Основа государственного строя. То есть вот в чем. То есть общество, чтобы жило Да, и само... это понятно. Но Да. а конкретно как это реализовывается? Сейчас вот пришел то самое. Отделим Губинский округ, строительный округ. Да. Город Якутск, он как сам по себе в границах, да, 122 квадратных километра, пусть он будет. Но все вот эти близлежащие поселки, наслега, они должны самоуправляться. Ну хорошо, И образование... смогут ли у них база-то есть за счет чего? Да, За счет за счет чего? чего? Вот, отделиться. Хорошо, город хорошо, скажет, живите хорошо, сами, а у вас хорошо. не найдется ресурсов. А в городе Якутске какая база? арендная. РФЛ хорошо. Да. Город Якутск, он даже половину не собирает налогов на свое содержание. Он То дотационный. есть вы вообще сейчас не оставляете попыток провести референдум об отделении, так? А его, получается, Мы я не можем слышал, так. и нет возможности. Мы по закону, был закон 131 ФЗ о самоуправлении. Там был пункт, что можно провести референдум на части территории муниципального пространства. С 2014 года ее убрали. То есть референдум может проводиться только на всей территории То муниципального есть весь пространства. город должен голосовать. Да. Или за Да, или да. против. Когда в 2002 году проводился референдум о создании города Якутска, тогда получается как? Мы были за чертой города Якутска. Все эти поселки, села были отдельными, да. Чтобы учесть их мнение, должны были провести референдум в каждом отдельном населенном пункте, поселенчески. Потому что у нас население на тот момент, допустим, было 2000 человек, а в городе Якутске 220 тысяч человек. То есть 2000 в 200 тысячах просто голоса растворились. Их не учитывали. И учет мнения населения не был Ну произведен. смотрите, то есть теоретически возможно провести референдум на уровне города вот на эту тему об отделении Кангалас. Можно, но, предположим, какой-то 202 микрорайон Да. и по ближайшие районы. Любая школа с Да. этой И переписью. численно просто не перевесит. То есть на самом деле вам бунтовать смысла нет. А какой смысл? Здесь должны понять сами управленцы. Сама властная структура, это же тоже часть общества, да? То есть должны просто смотреть, как эффективнее управлять такой территорией. Как лучше сделать, чтобы народ думать о людях именно, а не о сиюминутной прибыли. Получается, здесь заинтересованы какие-то силы, которые сейчас просто торгуют землей города. Вот этими близлежащими территориями. Выводят их и уводят там под дачные эти кооперативы или там это. То есть торгуются, и цена-то растет. То есть, на ваш взгляд, эта растянутость города, она неспроста, да? Конечно, неспроста. Вот у нас город получается 3,5 тысячи квадратных километров. В одном квадратном километре 100 га. Плотность 89 га. То есть даже вот по закону о дальневосточном гектаре, если всем жителям города Якутска выделить по гектару, даже оставить центр, вот эти 122 квадратных километра, центр города, как он есть тут, от поста до поста оставить, а выдавать землю только уже там. Всем можно выделить по гектару земли, еще земля останется. Просто весь город расселить вот на этой территории.
Ну, это А будет центр будет, он просто будет пустой. А мы сейчас ютимся, мы, получается, ютимся. Проблемы города как не решаются. То есть я, допустим... То есть и дачный участок себе так можно наконец-таки выбить, да? Да какой? А у нас получается что? А получается, что мы тут стоим в очереди, Да, да? а у нас очередь. Хватит, нам нужна земля! Надо многодетным 3,5 тысячи, там, около 3 тысяч, да, человек. ну серьезно, Да, да? многодетным. В Нет, ну, а чем проблема? У нас земли полно. искусственный дефицит земли. Конечно. Искусственно Все, везде вот это правило, главное правило вот экономистов, вот, ну экономистов, как бы, жуликов экономистов, создай искусственный дефицит и на этом заработай. Вот и все. То есть мы сейчас, получается, сиюминутно как бы говорим, ага, ТСР там. Не, ну ТСР как бы он сам по себе. ТСР Просто вокруг этого обросли Да. другие вот Да, моменты. ТСР он земельные. сам по себе, то он тоже территорию ОИО по постановлению взял. То есть территория ТСР, если взять постановление, ну как правительства Российской Федерации, он от Жатая и до Кангаласского мыса. Это То есть всё они ТСР. могут в этих пределах развиваться. Конечно. Нет, смотрите, но ТСР все-таки, если вас наделить самостоятельностью, да, и ТСР был бы в рамках муниципального образования Кангаласа, вам было бы выгодно. А город был бы невыгодно. Да. Допустим, Ну почему? Город бы в любом случае получал и товары, и все, и развитие получал. Да? ТСР сам по себе, это территория опережающего развития. То есть там должно быть вкупе. Там должно быть взаимосвязь и населения, и как бы всем, чтобы было взаимовыгодно. Чтобы население было выгодно. Они работали, они все там у них поступает в бюджет, к ним ремонтируются дороги, все классно же, да? Ну, то есть, все-таки, Ну, что сейчас вы должны сделать, чтобы как-то вот эту порочную ситуацию изменить? Я считаю, что мы не должны делать ничего. Ровным образом вообще ничего. А если оно все против, просто нужно сесть и успокоиться. Есть законы мироздания, которые просто не дадут этому факту совершиться. Как в смысле, сядь на берегу Да, реки, да, и Ну, ничего что? не делай, да, Да, и будешь как тут. Вы посмотрите, у нас что? То есть вы должны сесть на берегу реки и ждать, когда проплывет там Ну, трубня. ну, Я Рано или вот поздно. здесь вещь Леонид сказал, которую тоже высказал Валерий Лютый на том же форуме, что действительно странно, когда создаются территории, где обеспечиваются привилегии какие-то, преференции, и тому виду бизнеса, который, в принципе, уже есть. И в этой ситуации неконкурентная какая-то среда получается. То есть один делает какой-то одинаковый товар с другим, но у него налоги меньше, там, у него еще чего-то меньше. И получается, его товар дешевле, и он может победить как бы, в конкурентной борьбе. А все остальные, делающие одинаковый товар, они вот как обычно работают. То есть непонятно вот это немножко разделение, почему одним вот такие условия создают, а другим не создают. На мой взгляд, кангаласы могли бы быть именно в чем новаторство, скажем так. Там действительно какие-то оригинальные производства, которых не присутствует, да, это раз. Во-вторых, там бы можно было бы, скажем, уже еще давно говорилось о том, что хотели сделать водозабор кангаласам, который мог бы тоже снабжать и город водой, которого не хватает, опять же. Есть проблема дефицита воды для города. Он дефицит. А строят насчет израильского кредита, сейчас нам новый водозабор, он будет не скоро еще построен, не знаю, может быть кризис не повлияет, там, ну, не знаю. Но я считаю, что было бы разумно построить бы там электростанцию, водозабор, которые бы конкурировали с нынешними нашими предприятиями, монополиями. Кто знает, может быть, это подтолкнуло к снижению. Но сейчас надо сидеть на берегу реки. Конечно. Потому что вы смотрите, что творится. То есть у нас взять Сахабазаль, да? Столько денег, это как бы, вложили деньги, все, хорошие. Вроде бы инновационный продукт. Да, инновационный, такой он нужный. У нас же холодно, и утеплитель нужен. Ну, эти всем. арматурины, вот Конечно. То есть очень нужен, да? 3 года работает, а эффекта нет. то есть он не рентабельный. Почему? Ну, на тему Сахабазаль-то мы, наверное, поговорим в следующем. Этой теме надо. Вообще, тема эффективных и неэффективных предприятий, это вообще вот очень интересная. Вообще мы постараемся в этих спецвыпусках именно посвятить их какой-то вот одной теме и обсуждать их с гостями. С гостями, и, с скажем экспертами. так, То есть это приходить к выводу. диванные аналитики Extended Version, можно так сказать. Так кто у нас в студии-то был? Вы так и не сказали. В студии были Денис Адамов. И Тимофей Ефремов, И наш гость. Леонид Затеев, общественный деятель, предприниматель, житель поселка Кангалас. Патриот малой родины. Да, так. До свидания. Супер.